Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема такая. Ангел-хранитель расскажет о самом главном и важном для вас. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и попросите своего ангела-хранителя рассказать о самом главном и важном для вас именно сейчас, в этот самый момент. В момент, когда вы зашли на это видео. Мои хорошие, я думаю, что вы настроились. Я буду подготавливать песок, уберу назар. Попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. У кого-то очень сильный разлад в отношениях, причем, знаете, как мужчина как будто бы отвернулся. Какое-то даже, знаете, как преступление совершил против женщины. Обидеть мог очень сильно, предать мог. Ну, что-то вот прям, знаете, либо подножку какую-то поставил, либо действительно как нож в спину воткнул. Какая-то подлость от мужчины пошла. Женщина полностью разбита и разочарована. Какая-то прям боль такая очень серьезная. Вот вопрос в голове, да, вот за что ты со мной так поступил? Почему ты так со мной поступил? Ну, как? Вот просто даже не укладывается в голове, да, вот как можно было так сделать? Кто тебя надоумил? Либо какой, извините, демон в тебя вселился, что ты именно таким образом со мной поступил? Кстати, он мог не только с женщиной так поступить, но и как бы дети тоже могли быть задеты, вот как пострадавшие идут. Мужчина. Знаете, а я вам так скажу, вот этого мужчину действительно бесовские силы захомутали. Здесь, видите, кто-то в лодке сидит, да, и его за руки тащит. И тройка идет. Тройка это всегда третий лишний. Потащил его кто-то. Не могу сказать конкретно, что это женщина, хотя, наверное, такие у кого-то отыграется, что женщина. Но и могут быть такие, знаете, вот там друзья, товарищи, искусители, могут быть всякие там, знаете, провокаторы. То, что произошло, и то, что мужчина так поступил, это не он. То есть, как бы да, исполнитель он, но подтолкнули на это его третьи силы. Причем очень недобрые силы. Вы спрашиваете, почему? Вам говорят, вот третий человек это сделал. Третий человек. Зло заключается именно в третьем человеке. То есть я вижу одного организатора, одного исполнителя, и тут жертва. Но жертва как будто бы не одна. Понимаете, это вы. Может быть, ваши родственники за вас переживают, тоже, знаете, как чувствуют это. Может быть, дети ваши, да, вместе с вами сидят и тоже очень сильно переживают за все это. Но, конечно же, виновник мужчина. Знаете, этот мужчина, он свое получит. Я даже не знаю, как поступить, стоит это говорить или не стоит. Мне, кстати, очень сложно иногда делать отсыпки. Я уже говорила, не знаю, может, на этом канале, на другом. Особенность моего дара, то, что мои слова, они пророческие. То есть я иногда даже боюсь что-то говорить, чтобы лишний раз как бы не накликать. Но, давайте я так скажу, что этого мужчину ждут очень большие неприятности за то, что он так поступил. Он пожалеет об этом очень много раз. Очень много. И каждый раз, когда ему будет прилетать,
Он четко будет понимать, за что ему прилетело. И каждый раз вот эта ваша боль, она будет усиливаться пятикратно, и он ее будет проживать. Понимаете? Вот так его накажут. Счастливым он не будет. Нет. И я вам даже больше скажу. Здесь ангел четко показал, что через время этот мужчина будет делать круг. То есть сейчас он ушел, да, поступив плохо, он пройдет вот этот свой болезненный путь и попытается назад к вам вернуться. На то же место, да, на ту же позицию, в то же состояние, как было раньше. И тогда, мои хорошие, для вас откроется просто целый, я не знаю, арсенал мести для этого человека. Вы можете делать что угодно. Вас высшие силы не осудят. Это будет справедливое возмездие с вашей стороны ему. То есть он вернется. Вернется побитый, покоцанный, несчастный, ободранный, там, прощения будет просить и все прочее. А вы уже имеете полное право его наказать, отомстить ему. Вы будете вершить его судьбу. И я вам даже больше скажу, если вы его простите, высшие силы его за вас не простят. То есть он уже себе, как знаете, подписал, причем такое справедливое наказание. Вот тот, кто его поманил, первый его предаст. Понимаете? Если это другая женщина, попользуется, выкинет. Если это какие-то там друзья, тоже попользуются и выкинут. То есть там без вариантов. У мужчины был выбор. Он свою судьбу сам решил, понимаете? Он мог поступить как человек порядочный, но поступил как скотина. Поэтому такое отношение к нему будет. Я не знаю, насколько утешит вас эта информация, но выходит именно так для вас послание, да, так вам говорят. Еще я хочу сказать вот для женщины, которая от мужчин настрадалась. Женщина уже опытная, она многого в жизни добилась. Такое впечатление, что вот все на себе тащила. Все. Вот дом, семья, дети, родственники, работа. Все на своем горбу вытащила. Вот такая женщина, очень сильная женщина. Внешне вот сильная, по духу сильная. Но душа, она как у девочки. Девочка, да, которая ищет любви, которая хотела бы защиты, которая хотела бы надежное мужское плечо. Вы этого в душе хотите. К вам мужчина идет. Вот он здесь выходит, и он будет стучаться к вам. Мужчина очень приличный, хорошо воспитанный, спокойный, добродушный. Такой, знаете, вот похож либо на вашего дедушку, либо на вашего папочку. То есть вот по характеру, по хозяйственности, да, по уважительному отношению к людям, к женщинам, к детям. Такой человечек идет. Но, девочки, вы такая перепуганная в отношениях, вы, как натерпелись. Конечно, если каждый раз вам, извините, вилы меж лопаток вставляли, конечно, боитесь. Боитесь, и вы можете его просто не пустить. Скажете: о, очередной абьюзер идет, иди мимо, не хочу тебя. Вот здесь ангел говорит: не переживай, это мужчина хороший. Он хороший, он идет для того, чтобы быть тебе в первую очередь другом, вот тем самым плечом и поддержкой. Это в первую очередь. А во вторую очередь это уже там про все остальное, там семья, брак, понимаете, да? Очень, кстати, полезным будет для вас этот человек. Сразу хочу сказать, что он может чем-то от вас отличаться. Например, быть ростом либо выше, либо ниже. Корпулентность у вас разная. Либо статус, положение в жизни. Может быть, он обычный работяга, а вы женщина, которая владелица бизнеса. Понимаете, при хорошей должности. То есть разница между вами вот какая-то прям колоссальная идет. Пусть вас это не смущает. Почему-то вы на него думать будете, что он абьюзер. Но я так понимаю, что обычный человек, да, может быть, он там на заводе работает, либо занимается какой-то работой, скажем так, не статусной, да, как у нас сейчас там модно говорить. Обратите на него внимание, он очень хороший человек. Вам его посылают. Посылают для того, чтобы он действительно вам помогал. Поддерживал вот то, что вы хотели. С новым месяцем он к вам придет.
Просто вот он к вам идет. Может быть, вы будете искать работника, либо там ремонт нужно вам будет сделать, либо какую-то починку. И к нему обратитесь, и вот такой мужчина хороший. Посмотрите на него. Присмотритесь, вернее, к нему. Вам его действительно посылают. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня кто-то в проблемах из-за работы. Работа, труд, либо результатов никаких нет, в принципе нет. Да? Человек трудится, что-то там вкладывается, занимается, копается, выращивает даже, может быть, что-то. Но результатов как бы нет особых. Либо вы очень долго где-то работали, старались, всего себя, да, всю себя вкладывали в свой труд, а вам теперь говорят: ой, а никому твой труд не нужен, да? У нас сокращение, у нас то, у нас сё, уходи. Значит, смотрите, сразу хочу сказать, вот кому-то прям 100% отыграется, над вами, вот видите, такая огромная змея. Эта змея перекрывает вам путь наверх. То есть это скрытый враг, это недоброжелатель, это тот, кто против вас ну, что-то замышляет и делает даже. Это не сглаз, это не порча, это просто прямое противостояние вам. То есть кто-то может быть из ваших коллег, либо начальник, да, такой скверный человек, который, ну, как рабовладелец, да, вот все рабы, а я тут, смотрите, какой хозяин. Вот. Из-за этого человека у вас не получается. Вы молодец. Все, что вы делаете, это просто гениально. Это достойно самого, ну, я не знаю, самой высокой оплаты, достойно уважения и оваций стоя. Это то, что вы делаете. Как вы это делаете? Вы действительно с душой все делаете. Но вот так в жизни случилось, что вам вот такие змеи, нехорошие люди мешают. Мешают, потому что вы не умеете, смотрите внимательно, вы не умеете показывать то, что вы делаете. Вы очень скромный человек. Вы никогда не ждете похвалы. Вы никогда на показ ничего не делаете. Вы делаете, да, хорошо и честно, но молчите о том, что вы делаете. И вот такие змеи, они этим пользуются. Либо присваивают ваш труд себе, либо заставляют вас действительно как чувствовать себя рабом. Вам нужно меняться. Вам нужно показывать людям то, что вы делаете. Вам нужно о себе говорить, о себе заявлять. И чем громче вы будете о себе заявлять, большую публику будете собирать и говорить, тем будет лучше для вас. Не этот человек, но другой человек, который выше стоит, да, либо по положению выше, по должности выше. Может быть, это вообще совершенно, скажем так, другой человек, да, там, соседней компании, либо соседнего производства. О вас узнают о том, что вы вот что-то делаете. И делаете это просто гениально. То есть вы через голову этой змеи пойдете. А может быть, это и на вашем предприятии. Вот там генеральный, например, управляющий там, или как директор узнает о вас, о вашем мастерстве и как бы вас возвысит. Проблема в том, что вы молчите. Вы надеетесь, вы, конечно же, ждете, что люди оценят, но вы не кичитесь тем, что делаете. Я не призываю вас ходить и бить себя в грудь и говорить: вот смотрите, какой я классный человек, какой я классный там работник, сотрудник, мастер, профессионал. Нет, но вы должны вот какой-то такой подобрать способ, где вы будете публично говорить о своих результатах. Может быть, это какие-то социальные сети, может быть, там, сколько сейчас всяких программ есть, да, те же там Фейсбуки, Инстаграмы, ТикТоки, опять же таки, да, Ютуб есть. То есть вам нужно как-то себя показывать и показывать то, чем вы занимаетесь, что вы делаете профессионально. Вас очень высокий человек заметит и продвинет. И тогда все, что вы делаете, будет очень конкретно монетизироваться. То есть деньга пойдет, и деньга пойдет большая. Если вы так и будете сидеть молча, скромничать, ну, скажем так, да, о себе не заявлять, то, извините, так и будете в этом рабстве. И будете как гонимый человек. Понимаете? Зачем вам это надо? Начинайте говорить о себе, о том, что вы делаете, о том, чем вы занимаетесь. Найдите себе такой способ, вот, чтобы заявить. Заявить, там, показать, и, пожалуйста, будет от этого прекрасный результат. Дальше, мои хорошие, здесь какие-то неприятности в семье. Здесь семья, и
есть женщина очень какая-то скверная. Не знаю, кем она вам приходится, но она по возрасту старше, чем вы. Может быть, незначительно, но вот ее старшинство идет. Либо у нее такое положение, что она как будто бы самая старшая, вот все как бы к ней там идут на поклон. Эта женщина на самом деле очень сильно боится потерять свой авторитет. А вы ей угрозы идете. Угрозы. То есть, если вас сравнивать, ну, если это возможно, да, вот если поставить вас двоих, то вы, конечно же, гораздо лучше. И как человек, и как женщина, и как друг, и как мама, и как там бабушка, например, да. То есть вы гораздо лучше, чем она. Она действует, как, знаете, на опережение. То есть она как конкуренцию это убирает. То есть она против вас выступает. Она, кстати, не только против вас выступает. Там все ее как будто бы боятся, либо недолюбливают. Но вот такая женщина. Все ваши неприятности вот по жизни, да, что у вас происходит там, среди родственников, даже в вашем доме, вот как бы она причина этого всего. Вот как с самого начала у вас так пошло, так оно и идет. Знаете, мои хорошие, магией она не занимается, вот если вы думаете, что может она там магична у вас, нет, но она занимается каким-то очень серьезным вот психологическим шантажом и давлением. Вот этим она занимается. Смотрите, по ней больничка плачет. Что-то с ней будет происходить вот именно со здоровьем. Ухудшится там буквально там, несколько там, ближайших месяцев, у нее ухудшится здоровье. И она так потихонечку на больничку и сойдет. Вот. А вы поступите, пожалуйста, благородно. То есть, если ей нужна будет помощь, либо люди там будут собираться, да, там ехать, там, помогать, что-то делать, вы тоже поезжайте. Вас от этой женщины, к вам, вернее, от этой женщины идет сюрприз. То есть она будет чувствовать, либо переживать, что это там все конец. Она будет у вас просить прощения. Причем, скорее всего, как-то прилюдно. Да? Вот соберутся родственники. И она именно конкретно вот вас выделит и попросит у вас прощения. Мало того, от этой женщины вам еще и какие-то подарки идут. Это не наследство. Я не вижу, чтобы она тут отошла, да, в мир иной. Этого я не вижу, говорить не буду. Просто мы смотрим на ближайшее время, да. Но то, что она будет просить прощения и какие-то подарки вам давать, как откупы, это я вижу. Так что, мои хорошие, за ваше терпение, за ваши вот эти вот страдания вам от этой женщины придет. Придет, и смотрите, очень даже неплохо придет. Много чего она вам даст. И морально, да, удовольствие от того, что она попросит прощения, плюс еще и материально какие-то подарки от нее пойдут. Может, денег даст, может быть, действительно какие-то там ценности, драгоценности. Может быть, даже отпишет вам какую-то там часть имущества. Кто его знает, да? Но что-то прям серьезное идет. Вам от этой женщины трижды придет. Трижды как награда. Так, мои хорошие. Здесь у меня еще пара какая-то сформировалась, либо формируется пара. Здесь два человека, оба какие-то то ли одинокие, то ли одинаковые. Может быть, у вас один знак зодиака на двоих, может быть, даже день рождения в один день. У вас очень много каких-то связей. Вот какое-то родство у вас идет. То есть два человека сойдутся в пару. Причем и женщина как-то долго не могла устроить свою личную жизнь, и мужчина то же самое, да, вот неустроенный абсолютно. Вот вы встретитесь, либо сойдетесь, может быть, вы уже знакомы. Здесь у меня формируется союз. Вышла в левой стороне не потому, что плохо, а потому, что вам важно ваш союз хранить от людей. Чем меньше людей будет знать о том, что вы общаетесь, встречаетесь, что у вас там какие-то планы, тем будет лучше. Почему-то люди угрозу составляют вот именно вашему союзу. Не могу понять, ну вот прям видите в самом углу у нас тут, да, возле ободка. То есть информация дальше не показана. Но то, что вам от людей вашу любовь и ваши отношения нужно прятать, это 100%. Постарайтесь именно прятать. Это для тех, кто вот недавно сошелся, либо в ближайшее время два человечка сойдутся. Молчите. Вот прям молчите там чуть ли не до свадьбы. А вообще лучше так, чтобы, ну, опять же, да, меньше людей знало. Вот почему-то вам так советуют. Так, идем дальше.
Здесь у меня мужчина вышел с рыбьим хвостом. Мужчина, скорее всего, я так понимаю, что мужчина либо не свободный, либо он вам очень много врет, обманывает. Вот у мужчины как бы выбор есть. Две женщины, одна сзади, другая впереди. И он сейчас мост наводит к той, которая впереди. Ну, больше похоже, конечно, на любовника. Мужчина очень яркий, мужчина, ну, с рыбьим хвостом, они все вот такие красавчики, соблазнители. И очень красиво говорят. Значит, девочки, кто с таким вот красавчиком столкнулся, либо столкнется, вот прям он весь свой жар, пыл на вас скинет, и он будет женатым, да, либо вы узнаете, что он женат, вот поверьте, там без вариантов. Здесь лучше с таким человеком в такие любовные отношения не входить. Может разбить сердце, может искалечить судьбу, но семьи он вам не даст. То есть как бы любовь может быть яркой, жаркой, но без продолжения и без логического завершения. Такой мужчина вышел. То есть вас предупреждают: сохрани себя, сохрани свое здоровье, и моральное, и физическое, да, не стоит вот верить ему, потому что он нечестный человек. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня два человечка начнут какое-то строительство, либо уже начали какое-то строительство. Может быть, это ремонт, а может быть, действительно вы вот совместно там, с мужем, с любимым человеком, либо со своими детьми даже, может быть, там, с родителями, какое-то начнется строительство, создание чего-то. Да, кстати, может быть, не дом вы будете строить, может быть, вы бизнес будете создавать. Но здесь вот именно люди, они вот в парах почему-то идут. То есть один человек ничего не может. А вот если вдвоем с кем-то, вот какая-то солидарность, что ли, должна пойти, какая-то взаимопомощь, поддержка, вот все будет замечательно. И здесь у вас еще какое-то распределение должно быть. То есть здесь вам четко показали, чтобы добиться успеха, чтобы у вас все получилось, задуманное получилось, вы должны четко поделить обязанности. То есть один занимается одним делом, другой другим. И друг другу никто не мешает. Если вы вот мешанину устроите, да, то есть вдвоем вот будете там и решать, и делать, там, и закупать, и строить, то ничего не получится. Вот сообща, не групповухой, а вот именно сообща вам нужно делать. Четко распределить, кто за что отвечает, кто чем занимается, и друг друга не критиковать, а именно поддерживать и помогать. И тогда у вас очень быстро все получится, все очень быстро организуется. Дальше, мои хорошие, здесь у меня вышла лапка, куриная лапка. Но сразу хочу сказать, да, с левой стороны это возможность, вероятность. Эта лапка может прилететь от очень хитрого человека. То есть кто-то может обмануть, подставить, подвести, оклеветать, наговорить, выпросить, например, что-то ваше и не отдать. То есть какой-то момент опасности идет. Человек... Ну, так скажем, да, это человек вашего круга, вы с этим человеком живете, может быть, да, где-то рядом, может быть, общаетесь, может быть, друг, там, родственник, может быть. Но человек достаточно лихой, то есть там нет ни стыда, ни совести, там желание вот грести под себя, вот такой человек. Вам этот человек будет предлагать, причем предлагать в какой-то прям принудительной форме. То есть это даже сложно назвать предложением. У кого-то прям требовать будет человек, вот делай и все. А кому-то будет человек вот прям рассказывать такие истории, которые не имеют другого варианта, как поверить там, да, ему и вложиться, либо что-то сделать, что он хочет. Значит, мои хорошие, кем бы ни был этот человек, всегда опирайтесь на свою логику, на свой разум и на свою интуицию. То есть не дайте этому человеку вот нагадить в вашей жизни. Вот в прямом смысле слова может нагадить, и он для этого все будет делать.
Вы сильнее, чем вы думаете, чтобы вы понимали. Вы можете этому человеку дать отпор, вы можете отказать этому человеку. Ну, может, там распереживается, может быть, там поругается с вами. Но это лучшее, чем он вас подставит, либо она, либо вы какие-то даже потери понесете. Человек вот начнет действовать где-то, ну, месяц-полтора пройдет, да, и вот прям такую активность будет проявлять, вот к вам будет с разных сторон заходить, и вот что-то вам прям навязывать, предлагать, вас куда-то затаскивать. Будьте аккуратней. Так, здесь у меня отношения вышли, пустой дом. У людей, скорее всего, проблемы с деньгами в семье, да, вот не хватает денег. Но здесь пара, здесь мужчина и женщина вместе. На друг друга смотрят, и, я так понимаю, из-за денег тут какие-то ссоры, споры, скандалы происходят. Мои хорошие, вы зря тратите время на ссоры и скандалы. Так это не делается. Здесь нужно не ругаться, вот как вы там привыкли друг друга обвинять в том, что там одни счета, да, доходов нет, а одни расходы у вас идут. А нужно конкретно мужчине что-то делать, потому что у мужчины выпадает шанс куда-то устроиться, куда-то поступить. Но почему-то ему этот шанс идет через женщину. То есть, возможно, вы, женщина, смотрите мою отсыпку, и вы своему мужчине найдете работу. То есть услышите, увидите, прочитаете, придете, скажете, вот есть предложение, давай иди, выходи на работу. Он пойдет и начнет работать. То есть проблема решаема, и она решится обязательно. Но вот здесь именно через женщину идет. Ищите, лучше, девочки, не ругайте мужчину. Он ищет, да, он не находит, так иногда бывает. Вы ему найдете работу, причем очень хорошую работу найдете. Все у вас восстановится, все у вас наладится. Так, еще. У меня здесь два человека никак не могут встретиться, либо объединиться. Вот что-то мешает встрече, расстояние между людьми, причем достаточно такое серьезное, почему-то невозможно преодолеть именно здесь и сейчас. Оба хотят встреч, оба хотят быть вместе, но что-то мешает, кто-то мешает. Вот эта ситуация у вас продлится еще несколько месяцев, скорее месяца 2, вот так. В течение 2 месяцев еще так будет, может чуть побольше. Ну а потом путь откроется. Вот эта ситуация, она на самом деле для вас обоих полезная. Полезна тем, что вы в этом расстоянии больше друг друга начнете и любить, и ценить. Здесь вот знаете, чтобы не было никаких между вами там проблем, споров, ссоров, сомнений в друг друге не было. Потому что есть такое, что сомнения есть. Вот, расстояние, оно как бы эту дурь всю выветрит. Вам не нужно в друг друге сомневаться. Вы оба очень, кстати, горячие личности, такие персоны горячие. То есть легко воспламеняемые, можете вот прям в пух и прах разругаться, причем одномоментно. А так вы друг к другу еще больше проникнетесь, еще больше соскучитесь, еще больше будете понимать, насколько сильно нуждаетесь друг в друге. Когда встретитесь, уже будете как совершенно другие люди. Будете больше друг друга ценить и уважать. Вот для этого между вами это пространство и вот эта дистанция возникла. Для того, чтобы ваши чувства укрепились, чтобы вы одномоментно не рассорились, а наоборот, чтобы больше любили, ценили, и ваши отношения были более совершенными и более долгосрочными. Для этого это все происходит. Так, дальше, мои хорошие. Здесь у меня какая-то поездка, какой-то переезд даже возможно. Как знаете, вот дорога открылась. Может быть, вы хотели, не получалось, а тут как-то вот сложились так обстоятельства, так ситуация сложилась, что вот он, пожалуйста, едь не хочу. Вы раньше очень хотели, а когда у вас все более-менее сложилось, вы как будто бы испугались. Вас страшит будущее, вас страшит новое место, как там будет, как все сложится.
Может быть, чего-то начитались, кого-то наслушались. Мои хорошие, не отказывайтесь от своей мечты. Обязательно едьте. И там ничего плохого с вами не будет. Там, возможно, будут какие-то новые правила, возможно, будет какая-то адаптация, какие-то условия, может быть, для вас новые будут. Но вы очень быстро привыкнете, поймете, что это на самом деле замечательно, очень вам понравится. Особенно если ребенок есть, либо дети. Вот это как будущее для детей идет. То есть вы будете спокойны, что вот мои дети живут в хорошем месте, у них замечательные перспективы, у них прекрасное будущее. Вот как приятный бонус у вас идет. И вы свою жизнь там, кстати, тоже наладите. Вам очень много всего откроется, какие-то будут опции доступны. То есть будете еще там перебирать, выбирать, вот что подходит, что мне не очень подходит. Здесь мне нравится, здесь не очень. Такая вот прям подборка у вас идет, да? Вы там обижены не будете. Обязательно едьте, даже не сомневайтесь. Хотя, с другой стороны, я вижу, что этот путь, он единственный для вас. То есть, если вы даже не захотите, вас все равно туда вытолкнут, в эту поездку, да, либо на это новое место. Так, и еще я хочу сказать для девушки. Девушка, которая ждет отношений. Очень хочет замуж, семью хочет. Может быть, вы мамочка этой девушки, либо бабушка этой девочки. Семья будет, брак будет, все будет. Но здесь определенный человек. Вот здесь как будто бы души подписали какой-то договор, контракт. Мы будем вместе. И вот женщина ждет мужчину. Мужчина сейчас формируется. То есть он, может быть, учится, либо карьеру делает. Но встреча будет. Будет, и отношения будут, там как-то очень все быстро пойдет, там буквально за несколько месяцев там сложится пара, да, от момента знакомства до свадьбы, там вот месяца 3-4 всего лишь проходит. Очень быстрый какой-то брак идет. И вот эта любовь, она на всю жизнь. То есть с этим человеком эта девушка будет всю жизнь вместе. Так что не переживайте, здесь четко показали, что все будет, и брак, и счастье, и любовь, все будет. Идет именно ваш человек, и, ну, понимаете как, да, вас берегут, и даже того человека тоже, ну, мужчину берегут, чтобы не было каких-то лишних там ненужных отношений, искушений, и чтобы какая-то чужая энергетика не подмешивалась, то, что не подходит, чтобы в жизнь не приходило. То есть за возраст не переживайте, за то, как сложится, не переживайте. Здесь четко показали, что вот идеальная пара формируется. Вот люди друг другу идеально подходят, и их в пару сведут. Все будет хорошо. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.